На выборах в Госдуму ожидается высокая активность избирателей Башкортостана. Каждый второй, 51%, уже твердо решил идти и голосовать 17, 18 или 19 сентября. Такие данные опубликовал Центр гуманитарных технологий, который провел соцопрос. И по данным этого же источника, 21% опрошенных еще не определились с планами на дни выборов. Обсудим ситуацию на данный момент и некоторые прогнозы вместе с гостем программы «Интервью». Сегодня с нами Сергей Лаврентьев, профессор, политолог. Сергей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы можете прокомментировать данные Центра гуманитарных технологий? Ну, я могу сказать, что эти цифры, они имеют, так сказать, реальное положение, потому что в ЦИОМ тоже проводил соответствующие исследования, и там тоже 51% реально определились, что они обязательно пойдут на выборы. Вообще пойдут на выборы в районе 70%, потому что есть кто еще сомневается, но они, в принципе, ориентированы все-таки на выборы. Железно 19% так сказать, наших избирателей сказали, что они ни за что не пойдут на выборы. То есть каждый пятый для себя считал, что это его форма электорального поведения, это не участие. Но это, как говорится, им Бог судья. Вот. Но для нас принципиально важно сегодня, потому что за несколько дней для выборов, это позиция не тех избирателей, которые уже определились, кто-то будет голосовать за одну партию, кто-то за другую, но, в принципе, уже голоса как-то легли, можно даже где-то их сравнить, да? Вот эта неопределившаяся электоральная часть, как вы сказали, у нас это 21%, в России, кажется, это 16%. Вот за эти голоса, за этих избирателей как раз и сейчас идет самая активная борьба. Потому что другие-то уже определились, что их агитировать. Они для себя уже решили пойти на избирательные участки и проголосовать. А эти не решили. И поэтому очень важно, то есть до конца не решили, будем так говорить. И очень важно, какая партия их в эти дни затронет. И мы видим некую динамику, что растет число сторонников, очень быстро, причем за счет сторонников. Я вижу, что растет у «Единой России», там на 3% за последнюю неделю выросли сторонники, у коммунистов на 2%, упали на 1% у ЛДПР и «Справедливой России», упали. Это, сегодня пали, завтра там будет видно, как они борьбу ведут. Вот. У новых партий есть достаточно серьезные там подвижки. Вот, допустим, за новых людей там у них рост есть уже больше 3%, их поддерживает, и такая динамика достаточно, такая серьезная. Есть вероятность, что, допустим, они могут проскочить 5% барьер, как и «Яблоко». Это как раз две партии. Другие, к сожалению, по динамике поддержки, по крайней мере, как показывают опросы общественного мнения, не показывают. Наверное, это можно понять, если не принимать активное участие в общественной жизни, в течение, так сказать, всего времени, на местных выборах, в местной политической жизни не принимать активного участия, то рассчитывать на то, что в день голосования, так сказать, у людей проснется интерес к этим партиям, достаточно слабая такая надежда может быть. Поэтому я думаю, что касается новых людей, здесь как раз активно работает бренд, который они выбрали, именно новое, потому что даже в программе написано «Новая политика», «Новая Россия», «Новая власть», все новое. Вот. Другое дело, куда девать старое, это уже вопрос, наверное, будем отвечать после выборов. Вот. Я такой комментарий дал по активности. Сергей Николаевич, давайте еще партии мы обсудим чуть позднее, по явке. Что вообще в теории может на нее повлиять? На явку, по большому счету, сегодня вряд ли что может повлиять. Потому что для этого сделано, в принципе, все. Во-первых, мы второй раз будем голосовать в течение 3 дней. Вот, потому что практика голосования по изменениям Конституции, это показала, что в наше время, это достаточно еще не закончился такой садовый, так сказать, период. Многие избиратели, особенно люди пожилого возраста, до сих пор, отдыхают или живут, так сказать, за городом. Поэтому для того, чтобы приехать, нужно время, нужно определиться, поэтому практика, как показала практика референдума по Конституции, это, в принципе, неплохо, это хорошо, что есть такая возможность. Не можешь 19-го, значит, пожалуйста, постарайся
прийти 17 или 18. Это вот этот фактор, который будет работать на увеличение, скорее всего, явки. Потому что, как говорится, не успел, здесь уже это будет уже не причина. Есть возможность успеть. Вот. И может все, погода. Ну, может повлиять. Если, не дай бог, будет плохая погода, вот, то многие погодозависимые люди, они как раз есть такие, так сказать, категории людей, вот, могут, конечно, как-то, так сказать, с осторожностью относиться. Ну, видимо, возможно голосование на дому, по вызову и так далее. Те, кто по состоянию здоровья не могут, значит, передвигаться. Я думаю, что здесь работать. Но уровень информирования высокий. Уровень информирования высокий, все знают, потому что все-таки выборы это не первый раз, активно работают на этого и все средства массовой коммуникации, причем и, так сказать, телевидение, и радио, и, в принципе, сети, так сказать, блоги, все активно работают. Есть кто работает против, но все работают за, но, по крайней мере, люди информированы и будут принимать решения. Как объяснить феномен национальных республик, где традиционно высокая явка, ну, в том числе и в Башкортостане? Ну, традиционная явка, некоторые считают, что это плохо. Вот я лично считаю, что это неплохо и как раз хорошо. Это объясняется, во-первых, ментальностью местного населения, дисциплинированностью, которая имеет место быть, так сказать, и ответственностью, что ли, за выборы. Люди привыкли и знают, что выборы, значит, на выборы надо прийти голосовать. У нас, конечно, нет никаких репрессий по этому поводу, как в целом ряде европейских стран. Вот в Голландии даже тебя могут оштрафовать, если ты не пришел на выборы. У нас этого нет. Люди привыкли, и люди идут выражать свою позицию, свое мнение. Поэтому это не есть некое наследие, как отдельные политологи там, или оппозиционеры говорят, наследие тоталитаризма, султанат какой-то придумывают название. Это все риторика политической противников, будем так говорить. С этим надо бороться, на это надо отвечать. И главный ответ – это надо прийти на выборы. Сергей Николаевич, давайте вернемся к партиям. Их программы, как вы оцениваете, насколько они отражают необходимость сегодняшнего дня? Знаете, у нас 14 партий, и все программы очень разные. Есть программы качественные, хорошо прописанные, подробные. По крайней мере, по ним ясно, что, так сказать, будет эта партия делать. Вот мы на прошлой неделе проводили круглый стол на тему регион в политических программах партий по выборам в Государственную Думу. То есть, насколько проблемы региона, в данном случае нашей республики, отражаются в этих программах. Региональный компонент. Региональный, ну не то, что региональный, но там много, что связано, что будет реализовано в регионе. Ведь реальная политика делается в селах, городах, на улицах, домах. Вот есть партии, которые хорошо это прописали. Вот, в частности, это у «Единой России» достаточно серьезная программа. Там они хотят заниматься и изменением налогового законодательства, бюджетного процесса, большую часть денег, чтобы оставалось в регионах, допустим. Но это не только у них. Это то же самое есть у «Справедливой России» в данном случае, и у ЛДПР тоже. Но целый ряд есть заявлений, которые никак не могут быть реализованы, по крайней мере, я так считаю. Вот в ЛДПР есть заявление о том, что надо вернуть все республики, бывшие в состав единого государства, то есть, но это нереально, это невозможно, понимаете, что это нереально. Это, конечно, может быть, кто бы хотел, но, так сказать, политика – это все-таки искусство возможного. Ну, и мы говорим про программы партий, да, а вообще избиратели на что обращают внимание? Ну, вообще-то избиратели обращают внимание на известность. Мы сегодня можем железно сказать, что все парламентские партии, которые у нас заседают в Государственной Думе, все достаточно хорошо известны. Их население, избиратели, конечно, кто-то критикует, но, конечно, их знают. И на них надеются. И их обещания в конечном итоге для себя кто-то сделал уже выборы. Поэтому, скорее всего, представительство этих партий сохранится в новом составе Государственной Думы. Возможно, изменения по составу фракции. То есть тенденция на омоложение, она решается как раз внутри самих политических партий. То есть много новых, в том числе и молодых людей, придут в состав Государственной Думы уже в составе партийных представительства. Вот. То же самое, но молодые партии, новые партии, которые не являют представительства,
С чего-то когда-то начинать надо. Поэтому они, может, кому-то повезет, кого-то наиболее яркие программы выступления могут сработать, но это, скорее всего, из области такого оптимистического политического прогноза, я бы сказал. Вот. Все-таки здесь в основном останется представительство тех же политических партий. Возможно, изменение соотношения процентное. Кого-то станет больше, кого-то станет, может, чуть поменьше, но, скорее всего, то же самое, ну, вернее, партийное представительство останется прежним. И если коротко, что вы можете сказать про кандидата в депутаты Госдумы в этом году? Ну, я могу сказать, что если взять нашу республику, например, то существенное обновление кандидатского корпуса. О чем это говорит? Ну, это о нормальном тенденции говорит, что если вот тенденция, тренд на обновление, мы на него реагируем. Если общественное мнение заинтересовано в обновлении, есть такая позиция в общественном мнении, значит, партия на него реагирует. Угу. Вот что-нибудь еще? Ну, я думаю, что в основном это. Потому что люди немножко, может быть, подустали от каких-то кадров, которые давно уже во власти, им нужны новые люди. Но любая политическая сила, политическая партия, она работает, всегда должна осуществлять преемственность. То есть это оптимальное сочетание старых опытных, которые уже имеют опыт парламентской деятельности, и приход нового пополнения, новых поколения депутатов, которые получат вот этот опыт от своих старших товарищей. Ну и покажем, что нам продемонстрируют результаты выборов. Ну, выборы, я думаю, что нам продемонстрируют. Вот это. А народ ведь он это мудр. Он прекрасно знает, что должно быть сочетание. Вот. Поэтому молодежь будет, может быть, голосовать за молодых, а старшее поколение будет голосовать за опытных. Спасибо большое, Сергей Николаевич. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики был профессор, политолог Сергей Лаврентьев, и мы обсуждали выборы осенние, которые вот пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. Не переключайтесь, все самое интересное в нашем эфире.